Здорово, здорово, здорово. У нас сегодня выпуск вот такой вот резкий выпуск у нас по Вранглеру. Сейчас микрофончик присадим, все, поехали. Биток вот такой вот привезли под заказ, под клиента. Что могу сказать? Машина редкая, не дешевая. Найти за хорошую цену в идеальном состоянии целый, ну просто нереально. Они очень дорогие на самом деле. То есть там выходят они там от 700-800 тысяч рублей. Такой выходит, ну, битый плюс-минус 600, 650, 700, вот примерно так вот такие вариантики получаются. 4-литровый моторчик у этого аппарата. У него 2006 год выпуска. Вид имеет, по-моему, просто первозданный вид, да? Какой должен быть Wrangler настоящий. Красивый, квадратный, аккуратный. Блин, он... Вот вы смотрите, машине сколько? 14-15 уже лет, да? А она как смотрится. На сегодняшний день он вообще не ущербный. Вот вообще не ущербный, если честно. Особенно учитывая, что это внедорожник, а не какой-нибудь там, не городской паркетник. Огромный. Давайте посмотрим его колеса. Колеса у него... Какой у нас диаметр здесь? Так, друзья, у нас здесь, секунду, короче, колеса 17 на 285 на 70. Ну, такие вот армейские звезды, любители поставить такие колеса. Это Америка, чистая Америка. Здесь пластик, ну и здесь основа металл. Клиренс у него сантиметров, наверное, 50 плюс-минус. Залезем в салон, посмотрим. Ну, здесь все аскетично, все в таких традициях Америки, стандартно. Тем более еще и внедорожник. Пластик, лютый пластик, как на УАЗике. Да, кстати, здесь рванула подушка, он битый в морду. Здесь что прикольно, то что в автомобиле снимается съемная крыша, в общем. Видите, каркас основной безопасности, то есть летом вы можете вот эту вот пластиковую крышу снять и ездить с открытым верхом. Вот такая вот сзади у нас запасочка. Ну, она фирменная висеть будет, я думаю, потом у человека сзади на багажнике. Коробка автомат с вот такой вот раздаточкой. То есть здесь у нас куча мега режимов, много разных. Ну, я думаю, вы много роликов видели на ютубе, в инстаграме, как эти автомобили умеют ездить. А ездить они умеют, они там чуть ли не на прямую стену могут забраться вообще в легкую. Посадка в автомобиле очень удобная. Сел вот так вот. Здесь обзор очень даже хороший. Все вот так вот видно. Высокий, очень высокий автомобиль. Совсем старый, как в Жигулях. Вот смотрите, вот вообще везде пластик, все такое простое, кнопки. Ну, зато очень такое все износостойчивое, износостойкое. То есть, чтобы здесь что-то ушатать, убить, затереть, ну это надо прям постараться на самом деле. Вот такой спартанский аппарат. Так, ну давайте, наверное, заглянем ему под капот и в багажник. Так, еще раз внешка. Sahara Edition. Это, видимо, какая-то такая версия для пустыни. В пустыне японской ездить, чтобы можно было. Так, и вот у нас. Ну, даже посмотрите, какая у него система рычагов, какая подвеска, насколько все капитальная, мощная. У него даже смотрите, у него кардан. У него не граната стоит, как у обычных машин. Мать его, у него кардан стоит просто на колесе. Вот это жесть. Передний мост. Супер чудесный, красивый, мощный. Передний мост. Все защищено максимально. Всякие балки, усилители, защиты. Блин, ну впечатляет, если честно, вот такая машина. Хочется ее. Вот прям хочется. Из всех джипов, наверное, даже если бы мне предложили... Нет. Навигатора я бы не отказался, конечно. Но и в своей коллекции Wrangler я бы тоже хотел иметь, если честно. Так, и багажник давайте покажем. И на этом
обзор наш завершается. Так, открыть багажник. Оп. Ой, как интересно. Открывается нижний отсек. И я так понимаю, при желании... ну да, вот вверх поднимается. Вообще очень легко, очень легкий багажник. Очень маленький. Вот 2 задних сиденья. То есть они раскладываются при желании. Места мало, но в целом можно, я думаю, 2 взрослых людей сюда поселить. Рама вот здесь капитально крепкая. Обратите внимание, насколько все это массивное, мощное. То есть весь этот каркас, вот он идет. То есть летом можно перевернуться. Главное быть пристегнутым. Ничего с вами страшного не будет, друзья. Вот такая вот маленькая. Оп. Закрывашечка. Просто как микроволновку закрыл. Так, форточку. Сначала надо форточку закрыть. Тоже очень легко она закрывается. Раз, она просто опускается. И вот так вот, оп, закрыл микроволновку. Все, отлично. Ну, когда колесо будет висеть, конечно, будет гораздо тяжелее. Но, честно сказать, без колеса, по-моему, он круче смотрится. Прям вообще. Такой лютый сучонок. Сучонок лютый просто. Что за аппарат? Очень он красивый. Здесь колеса одни только чего стоят. Стиль. Ну вот я вам еще не показывал. Под капотом пространство. Ну вот как-то так все. Как что, на газу что ли? Что это вообще такое? Это H4, это ксенон, я так понимаю, да? Ксенон, ребята, что это у нас такое? Посмотрите, какое состояние. Кстати, это ж важно. Это ж важно. Почему стоит брать машины из Японии? Посмотрите, все чистенько, аккуратненько, идеальненько. Никакого говнеца нету. Все прям вот как должно быть. Шикарная машина. По состоянию огонь. Ну вот морду только разбили и все. Но это мелочь. Это все хозяин видел, знает. Вылечим, выздоровеет, будет ездить прекрасно. Ребята, он шикарен. Просто шикарен.